Продолжаем освещать самые заметные события. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. И вот главные темы к этому часу. Ускорить процесс переселения россиян из ветхого жилья. Михаил Мишустин поставил соответствующий вопрос на повестку Кабмина. Медики предупреждают, содовый раствор и чеснок не помогут при коронавирусе. Наши коллеги расскажут, к чему может привести запоздалое обращение к специалистам. И ультразвук как защита от нападения. Теперь якутские почтальоны смогут отпугивать бродячих собак нажатием кнопки. Российский премьер Михаил Мишустин призвал ускорить переселение россиян из ветхого жилья. Председатель правительства страны рассказал Кабмину об итогах своего рабочего визита на Дальний Восток. По его словам, во время поездки члены делегации обсуждали вопрос о переселении из непригодного жилья. В этой связи Мишустин заявил, что тема улучшения жилищных условий россиян будет стоять на повестке дня. Нужно сделать все возможное, чтобы люди могли жить в нормальных условиях, а не в разваливающихся зданиях. С прошлого года уже расселено свыше 1 миллиона 300 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Жилищные условия улучшили более 85 тысяч человек. Темпы хорошие. 34 региона в этом году полностью достигли целевых показателей. Вместе с тем, президент поставил задачу ускорить такую работу и обеспечить опережающее достижение запланированных целей по расселению аварийных многоквартирных домов. Сегодня обсудим необходимые для этого меры как финансового, так и нормативного характера. Их нужно будет учесть при формировании федерального бюджета на 2021 год и плановые периоды 2022-2023 годов. Тем временем в Перу прибыли тесты на коронавирус из России. В Лиму доставили 50 тысяч молекулярных тестов. Еще 20 тысяч переданы парламенту Андского сообщества наций, в состав которого входят Боливия, Колумбия, Перу и Эквадор. Отметим, российские тесты помогают определить, заражен человек коронавирусом или нет в течение 2 часов. Эти молекулярные тесты помогут нам справиться с пандемией в нашей стране. Мы очень благодарны российскому правительству и гражданам за помощь. Мы продолжим двустороннее сотрудничество. Ну а врачи из Мирного напоминают, что содовый раствор и чеснок не помогут при коронавирусе. Медики просят при первых признаках болезни не заниматься самолечением и обращаться к специалистам. К чему может привести использование народных средств на дому, узнала Иванна Филиппова. Пациент с тобой говорит, а легких уже нет. Цитата московского медика из красной зоны в апреле этого года одних повергла в шок, других заставила ухмылиться. И пока последние продолжали думать, что коронавирус – миф, и игнорировать рекомендации специалистов, в мире гибли люди. Сейчас количество скончавшихся от новой инфекции в стране почти 16 тысяч. Татьяне Шелиховой повезло. Она одна из тех, кто справилась с коронавирусной инфекцией. Женщина недавно выписалась из ковидного госпиталя. Сегодня проходит восстановительные курсы лечения. Говорит, только своевременное обращение к медикам помогло побороть недуг. Мне сделали КТ, КТ подтвердило поражение легких 35-40%, соответственно, рекомендовали, не то что рекомендовали, уже была необходимость лечь в больницу и проходить совершенно другой курс лечения. Поэтому ни в коем случае при первых признаках одних из симптомов не заниматься самолечением. Запоздалое обращение за профессиональной помощью – основная проблема, с которой сталкиваются медики. Зачастую на ранней стадии болезнь протекает в легкой форме. Возможно, незначительная температура, поэтому люди занимаются самолечением, что приводит к серьезным последствиям. Возможен даже летальный исход. Существует протокол лечения, согласно Минздраву. По этому лечению мы можем в легкой степени дома лечить дальше. Организм у всех не одинаковый, индивидуальный подход ко всем пациентам. При признаках любой ухудшения общего самочувствия обратиться к участковым терапевтам или сделать вызов на дом. Как показывает статистика, у каждого болезнь протекает по-разному. Правильную схему лечения могут назначить только специалисты. И только своевременное обращение предотвратит риск осложнений от коронавируса.
Иванна Филиппова, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». Все плановые госпитализации в стационарные отделения временно приостановлены в Якутии. Приоритетом в работе врачей сейчас является оказание первичной медпомощи на дому. Медицинские бригады отрабатывают вызов врача на дом, проводят патронаж беременных женщин, берут пробы на коронавирус, доставляют рецепты и лекарства. Однако экстренные и неотложные приемы продолжаются. Данные службы не останавливали свою деятельность. При наличии показаний к экстренной медпомощи в республиканских больницах эвакуацию пациентов из районов продолжают с помощью санавиации. В поликлиниках усилили работу регистратуры, медики отвечают на телефонные звонки и разъясняют якутянам порядок и особенности приема на дому. Алроса в текущем году намерена начать отработку запасов на верхних горизонтах рудника «Интернациональный». По сообщению пресс-службы компании, реализация этого проекта позволит в полной мере освоить балансовые запасы месторождения. Для вскрытия этих запасов на руднике уже построен третий ствол проектной глубиной более 300 метров. Отметим, кимберлитовая трубка «Интернациональная» подземным способом отрабатывается с 1999 года. Актуальный план горных работ до 1941 года предполагает добычу на сверхглубоких горизонтах, вплоть до отметки 1250 метров. К концу сентября будет модернизирована автозаправка на Хатынг-Юряском шоссе Якутска. Речь идет об АЗС «Саханефтегазсбыта», расположенной на 4-м километре. В настоящее время ведется работа по переоборудованию. Появится возможность заправляться как нефтепродуктами, так и природным газом. На ЗС также будут внедрены автоматизированные колонки. Завершение работ планируется в конце сентября, говорится в сообщении. Порядка 2 миллионов рублей направят на установку пожарной сигнализации в деревянных многоквартирных домах Якутска. Средства выделят из бюджета столицы республики в текущем году. В планах оснастить системами раннего обнаружения пожаров порядка 200 жилых домов, говорится в сообщении. По словам руководителя службы эксплуатации городского хозяйства Аяла Егинова, в прошлом году, благодаря своевременному оповещению, удалось предотвратить более 40 пожаров, спасено 160 семей. Установка автоматических систем оповещения будет продолжена, добавил он. Региональный филиал Почты России закупил для почтальонов новый аппарат для отпугивания собак. Теперь почтальоны, которые разводят подписные издания и письма по частному сектору, надежно защищены. Всего было закуплено более 700 аппаратов, из них 124 устройства останутся в Якутске, остальные уже отправились в филиалы. По словам самих почтальонов, новое устройство себя показало с лучшей стороны. При нажатии кнопки аппарат издает ультразвук, который отпугивает животное. Напомним, в начале этого года Почта России уже обеспечила своих работников и специальной униформой. Раньше было перцовые баллончики и электрошоки для отпугивания собак. Тоже помогало, но неэффективно. Сейчас вот новый отпугиватель собак. Работает очень хорошо. Вот проверяем. Спасает, когда особенно скапливаются стаями. Когда это страшновато, когда их много, штук 6-7. Конечно, это помогает очень хорошо. Дополнительные рабочие места появятся в Нижнеколымском районе Якутии. Это станет возможно благодаря созданию заповедника «Медвежьи острова». Штатная численность на текущий год утверждена в количестве 20 человек. Сейчас идет работа по выделению необходимой техники, говорится в сообщении пресс-службы главы правительства региона. Напомним, решение о создании заповедника для защиты белого медведя в Якутии было принято в рамках нацпроекта «Экология», предложенного президентом Владимиром Путиным. Нацпарк будет расположен на архипелаге в Восточно-Сибирском море, к северу от устья реки Колымы. Общественная палата Якутии проводит акцию «Я россиянин». Она приурочена ко Дню государственного флага Российской Федерации. Главная цель акции – показать единение людей, в том числе якутян, проживающих на всей территории земного шара. Флаг – это символ того, что россияне вместе, несмотря на обстоятельства, такие как пандемия. Для участия в акции необходимо разместить в любой соцсети видео с чтением литературных произведений о России на фоне флага или с флагом в руках, а также добавить единый хэштег «Флаг России», _, Якутия. Подведены итоги ежегодного республиканского фестиваля авторской песни «Берег дружбы». В этом году из-за пандемии конкурс бардов проходил в онлайн-режиме, а не на берегу реки Алдан, и привлек новых авторов и исполнителей. Итоги фестиваля подвел и наш корреспондент Руслан Павлов.
23 дипломанта, 6 лауреатов и гран-при. Таковы итоги 14-го фестиваля авторской песни «Берег дружбы». Он был необычным для всех, для участников, жюри и организаторов, потому что впервые проходил дистанционно, без личного общения и творческой атмосферы, за которой много лет подряд приезжают люди на берег реки Алдан. В следующем году мы обязательно встретимся и обнимемся уже воочию, и что наша песня будет жить, и что последователей этого фестиваля будет все больше и больше, что мы никогда не разомкнем наши с вами руки, что мы всегда будем держаться рядышком, всегда, где бы мы ни были. Я сейчас в Калининграде, а вы сейчас по своим городам. Поздравляю всех лауреатов, дипломантов, призеров, поздравляю всех участников с тем, что они побывали на нашем фестивале, пусть даже на таком виртуальном. Более 100 заявок и аудиотреков из разных уголков страны поступили в оргкомитет фестиваля. Жюри понадобилось 2 недели, чтобы все прослушать и прийти к коллегиальному решению. Победители получили свои дипломы и теперь записывают видеовыступления для гала-концерта. Итоги фестиваля авторской песни «Берег дружбы» были подведены. Теперь каждый желающий может зайти на официальный сайт Управления культуры и искусства Алданского района, скачать свой бланк и оставить себе на память. Сейчас мы собираем материал для проведения гала-концерта, членов жюри и победителей, который будет размещен на Ютубе, на канале «Берега дружбы». Гран-при фестиваля «Берег дружбы» присуждено Пьянковой Екатерине из Новосибирска, а гран-при детского конкурса «Котофеевский» поедет в город Нерюнгри к своему обладателю Кире Валовой, равно как и памятные подарки фестиваля. Тем временем организаторы уже продумывают, где и как пройдет 15-й юбилейный «Берег дружбы». 2 года тому назад у нас здесь прошел праздник Исаах. Это было единение культур народов, населяющих наш Алдан. Поэтому мы на 15-м фестивале планируем проведение здесь концерта большого, а затем плавно переместимся в наш ласковый и уютный берег дружбы, и там проведем 15-й юбилейный фестиваль. 14-й фестиваль завершен. Осталось поставить жирное многоточие, которым станет онлайн-гала-концерт, размещенный на канале YouTube 23 августа. И уже на этой площадке все смогут услышать и увидеть новых героев «Берега дружбы». Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Алдан. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.